Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллах раббил алямин. Приветствую всех людей доброй воли. Сегодня мы решили рассказать, то есть перевести данное нами интервью около 10 лет назад радио «Маршу Свобода» о том, как восстанавливалось чеченское государство и что значит 6 сентября. Вначале надо отметить, что чеченское общество всегда стремилось к свободе и независимости. И тому свидетельство более 100 войн в Москве, затем с Российской империей и с Советами на протяжении более 4 веков. И вот во время перестройки в 90-х годах, то есть в 80-х годах, началось вот это, как мы знаем, парад суверенитетов, стремление народов к самоопределению, в том числе и Нохчи, чеченский народ, стал в этот ряд восстановить свою утраченную государственность. В то время, в начале это начиналось разными движениями в Чеченской Республике, партиями, с протестов против биохимзавода, и определились некоторые течения и партии. Тогда образовалась тоже наряду с ними, но ранее всех, можно сказать, движение БАРТ, которое затем переобразовалось в Войнавско-демократическая партия во главе с Зелимханом Яндарбиевым. И я был в том числе в начале зарождения этого движения. И вот шли в народе дискуссии о восстановлении суверенитета. Конечно, естественно, как полагается, класс интеллигенции взял на себя эту деятельность. И начали они это в Союзе писателей ЧССР в то время. Единственная партия была Войнавско-демократическая партия, которая провозгласила в своем уставе, в программном заявлении о восстановлении государственности Чечено-Ингушетии, восстановлении независимости. И вот в 90-м году в итоге вот эти люди, активисты из нашего народа, пришли к тому, что надо провести съезд и определить все через национальный съезд. И вот в 1990 году, вместе с участием Верховного Совета ЧССР, чеченский народ провел свой общенациональный конгресс народа, куда были приглашены чеченцы всех диаспор, от Средней Азии, России, Америки, Ближнего Востока. Были приглашены все наши представители наших диаспор. В том числе и был приглашен Джохар Дудаев в качестве гостя. Сам процесс избирания делегатов на съезд проходил в Чечне из 1001 представитель на съезд. Из этих 1001 из 10 избирался исполнительный комитет Чеченского конгресса, решение народа. И вот 23
по 25 ноября 1990 года наш народ провел общенациональный съезд, где была принята декларация государственной независимости чеченского народа. Ингуши отпали, так как они решили остаться в союзе с Россией. В то время, в 90-м году, что нас и подключило к тому, что провести этот съезд-форум, Верховный Совет восстановил справедливость, уравнял в статусе все республики и округа. До этого они были союзные, автономные и округа. И были ущемлены эти народы в правах. И здесь были они проравнены. В связи с этим, опираясь на это, чеченский народ через форум съезд общенациональный единогласно провозгласил государственный суверенитет Чеченской Республики Нов-Чечня. Затем в начале 1994 года, когда Россия внесла в свою конституцию Чеченскую Республику, Дудаев переименовал, чтобы отделить Чеченскую Республику от Конституции России, прибавил к Чеченской Республике Ичкерия. И этот съезд был приурочен к пленуму обкома партии ЧССР. 27 ноября, через 2 дня после съезда, принятой декларации, собрался пленум обкома ЧССР, куда им был послан председатель исполкома с требованием принять, то есть подтвердить резолюцию съезда народа. И, слава Богу, Верховный Совет ЧССР принял декларацию о государственной независимости в контексте Чечено-Ингушской республики, без всяких союзов с СССР или РСФСР. Абсолютную независимость провозгласил Верховный Совет на тот момент. И вот шла подготовка, принимались Верховным Советом соответствующие законы. В августе следующего года, как мы знаем, случилось ГКЧП. То есть эта преступная группировка была против уравнения этих республиканских образований в СССР. И они, конечно, потерпели крах. Но обком Чечено-Ингушетии, который тоже провозгласил государственную независимость, поддержал это ГКЧП и пошел против своей воли, своей декларации. И тогда чеченский народ массово вышел протестом. Многотысячный митинг стоял в течение 3 месяцев. И требовали отставки Верховного Совета. В сентябре, и вот 6 сентября Верховный Совет сложил в себя полномочия по требованию народа. Они были окружены, я не знаю, сколько сотен тысяч было народу, весь центр был забит. Требование отставки этого правительства ЧССР, уже бывшей Чечено-Ингушской республики. И вот 6 сентября, этот день, когда они приняли отставку, от этого идет День независимости. В то время, конечно, на 6 сентября не было восстановлено государственный суверенитет в лице избранной власти. Но народ, провозгласивший эту независимость, имел в своих руках эту власть во главе с президиумом, то есть исполкомом ОКЧН, Общенационального конгресса чеченского народа во главе с Джохаром Дудаевым. И за этот курс стоял весь народ. После этого, после отставки Верховного Совета,
собрав всех депутатов всех уровней, эти депутаты приняли закон. Законы, то есть закон о выборах президента и парламента на новой основе. И по этим законам мы избрали парламент и президента 27 октября. И первым своим указом Жохар Дудаев, как президент, будучи уже, утвердил государственную независимость Чеченской Республики. До этого, до провозглашения уже президентом в Чечню и во время, и после объявления этого указа президентом в Чечню приезжали множество делегаций из Москвы. Все вице-премьеры, Рудской, который еще существовал как вице-президент, председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, приезжали эти делегации, то есть подталкивали, требовать они не могли, конечно, чтобы мы, чеченский народ, отказался от независимости. Конечно, они потерпели фиаско, как говорится. И вот начало свою жизнь чеченское независимое государство. Каким образом? Мы были в полной блокаде от Российской Федерации. Проводились против чеченского молодого государства, все акты проводились в Российской Федерации, от блокады до терактов и вторжений. Каждый год. В 1991 году на инаугурацию президента был брошен десант в Грозный от Москвы. Их заблокировали, отняли у них оружие, затем попросили отдать им оружие, без боеприпасов им отдали оружие и отправили обратно. Уже на второй год, в 1992 году, опять в лице якобы оппозиции они захватили телевидение, некоторые другие государственные объекты. Умерло несколько человек. Но вооружены были они и с российской стороны. Затем в 1993 году опять новое вторжение. Опять разнесли их за считанные часы. Затем в 1994 году опять вторжение 26 ноября. Уже с танками, с вертолетами, с прикрытиями, с воздуха. Они тоже были разгромлены в течение нескольких часов. Были взяты в плен. Россия отказывалась от них. Во главе стояли марионетки, якобы чеченской национальности, коммунисты бывшие. И военные экипажи этих танков, БТРов были из Таманской и Кантемировской дивизий. Офицеры, солдаты были пленены более 40. Затем их провели через Грозный. Были представители Европы и Востока, из России. Они были показаны всему миру. После этого ущемляющего провала Москва поняла, что методом якобы оппозиции 10 или 30 танками чеченский народ не сломить. Как они ломали государство, правительство 3 или 4 танками. И после этого в 1994 году, как мы все знаем, 11 декабря Москва опять вновь вторглась на чеченское государство. По подсчетам многих источников, с 6 тысячами бронетехникой, кроме вооруженных воздушных сил. Вот так была оценена Чеченская Республика и сила, мощь чеченского народа.
Историки говорят, что столько бронетехники было на Курской дуге, 6 тысяч, во время войны Германии и СССР. Как мы знаем, велась 2 года война, велась, Россия вынуждена была уйти с позором. И вот на переговорах 31 августа о подписании соглашения о выводе полностью войск представитель Госдумы, председатель комитета Владимир Лукин, председатель комитета по обороне Госдумы, заявил: ничего, мы окрепнем, лет через 5 придем. По-нашему, договор нарушен уже с этого заявления. Вот так вот восстановился суверенитет чеченского народа и отстоял ее в войне. Что было после этого, Вторую войну, мы знаем. Но вернемся к событиям становления чеченского государства. Как оно образовывалось и какие были факты и детали. Как мы сказали, чеченское государство было заблокировано с российской стороны по всем аспектам. Но наше государство жило и процветало без России. Мы не были против этой блокировки, так как не желали никаких связей с ней, когда на нас смотрели с имперскими взглядами и отношениями. Конечно, мы не хотели войны с Россией. Зачем это нам нужна была? Тем более с огромной Россией. Мы искали выход, проводили переговоры, как в Грозном, так и в Сочи, на государственном уровне. Межпарламентские переговоры проводились. До войны, мы имеем в виду. В это время парламент Чеченской Республики принял закон, как в числе многих других необходимых, о том, что завозимые товары в республику проводились беспошлинно. Был принят закон и Джохаром, президентом, утвержден. Поэтому чеченцы из Грозного вылетали во все точки мира, куда им угодно, и провозили товары беспошлинно. В связи с этим в Чечне установились огромные рынки. Не то, что от всего Кавказа, даже с Тюмени, с Сибири приезжали к нам автобусы, не только с Северного Кавказа, с России, нынче с нами. Приезжали на автобусах колоннами, покупали у нас товар, и, как передавала радио «Голос Америки», я помню вот эту вот цитату: «Чеченская республика, расположенная на северных склонах Кавказского хребта, диктует экономику на Северном Кавказе, объявившая о государственной независимости от Москвы, и Москва не в силах что-либо против них предпринять, так как сама Россия вела колонны на продукты питания в Москве, не говоря о плачевном состоянии в своих регионах. Когда в России стоил 10 рублей буханка хлеба, в Чеченской Республике буханка стоила хлеба 1 рубль. То есть люди строили впервые за более 100 лет, ушедшие в Среднюю Азию в прошлых веках, наши люди в Кавказских войнах, русско-кавказских войнах, которые уходили в Среднюю Азию, особенно в Турцию, Иран, то есть не Иран, а Сирию, Иорданию, они начали приезжать впервые, когда был восстановлен суверенитет чеченского народа. Республика процветала, строились дома, коттеджи.
И вот, смотря на это был плохой пример для других народов. Москва не могла это терпеть. Она предпринимала военные вторжения, шаги каждый год. И, наконец, в 1994 году вторглась сама с огромной армией с 3 сторон. В Чеченской республике в то время газ, вода, электричество было бесплатным. И я не помню на тот момент такого государства в мире, где эти удобства были бесплатными в стране. Я помню одно интервью Джохара Дудаева иностранным журналистам, и они задавали вопрос: Джохар Мусаевич, как это так? Все государства строятся и стоят, их бюджеты на налогах, а у вас беспошлино все, и газ, все это такое бесплатно. На чем стоит ваш бюджет и ваше государство? Спрашивали. Удивленно все спрашивали об этом. Джохар отвечал с улыбкой: наш бюджет – это свобода чеченского народа и свобода чеченцев, которые должны иметь права такие же, как и права имеют другие страны, другие народы. И тогда они и Луну привезут сюда по кускам, если у них будет возможность равноправия, так и других государств. То есть люди трудились на полях, сажали все, что необходимо. И не было у нас нужды ни со стороны севера, ни со стороны юга. И не нуждались мы в чьей-либо помощи. Мы всегда жили сами тысячелетиями, помогая своим соседям, имея все для жизни и развития. Мы самодостаточный народ и самодостаточная страна. Нам чужого не надо. Но мы ущемлены за эти века. Самое нам оскорбительное то, что обвешивают нас ложными ярлыками. Империя вечна. Все искажает, все говорит наизнанку, очерняя нас и обеляя свое коварство и убийство нашего народа. Джохар всегда призывал их: давайте мы с вами сядем, есть видеокадр, много в интернете, говорил, сядем и договоримся, мы будем очень полезны для вас, говорил он, России, представителям России, делегации России. И вы даже не подозреваете, насколько мы будем полезны для вас и для себя. И они хотят этим обвинить Джохара Дудаева, якобы объявил войну. Как может Джохар Дудаев объявлять войну? Джохар отбивался от войны, как и чеченский народ. Ходит, и еще Джохара самого взрывали, обстреливали из гранатомета президентский дворец, устраивали теракты против него. А потом запускали байки, ярлыки, якобы Дудаев заслан Москвой, Басаев, там другие наши герои, это тоже агенты Кремля или ГРУ. Конечно, это естественная ложь. На лжи стоит эта империя. Они не могут признать то, что наши простые парни давали Кузькину мать их элитным войскам. Поэтому они стараются очернить нас, обелить себя, вместо того, чтобы признать свою ложь, свою грязь, свою оккупацию. Но мы знаем, как больна эта империя имперским великодержавным шовинизмом, к сожалению. И пока просвета не видно. Люди зомбированы, верят этому ящику, и это выдают как от себя. Устраивают на этом большие диспуты. Ни Дудаев Джохар провозгласил суверенитет и государственность. Суверенитет и государственность провозгласил, как говорил Джохар, его величество Нохчий чеченский народ. И до сих пор продолжается искажение этих фактов, очернение чеченской независимости и государственности.
устраивала всякие подвохи сама Россия, и потом их выдавала так от нас, якобы мы их устраиваем. Мы знаем эти методы. Сегодня, слава Богу, с Украиной спала вся маска, двойная лицемерная маска с Российской империи. И теперь мир понял, с чем столкнулся, через чего прошел, через какой ад и ложь прошел чеченский народ. Вот так мы коротко решили разъяснить по просьбе многих наших друзей и подписчиков этого канала, а также друзей из Facebook. Перевести, разъяснить коротко о становлении государственной независимости. На этом мы закончим. Попрощаемся с вами. Всего вам доброго. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи